Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин, и со мной книга «Тайны якутских фамилий». Автор этой книги Сергей Вахрин, он из Камчатки. Мы с ним связались по видеоконференц-связи, он немного расскажет об этой книге. Ведь мы в силу того, что, как Иван и не помнящие родства, в силу объективных и субъективных причин, чаще всего знаем только своих бабушек и дедушек. А это когда касается прабабушек, а если еще дальше, то мы вообще ничего из этого не знаем. Здесь вот мы на Камчатке столкнулись с таким вот вопросом, когда касались событий Петропавловской обороны 1854 года и даже событий русско-японской войны 1904-1905 года, когда камчатцы отстояли свою землю. Так вот, современные жители Камчатки не связывали себя, будучи потомками, не связывали себя со своими родственниками прежними. Мы восстановили полностью все эти имена, мы восстановили полностью поколенные росписи, и на сегодняшний день огромное количество людей это признало, не просто признало, а, в общем-то, и гордятся тем, что они являются потомками героев обороны Камчатки. Поэтому я уверен, абсолютно уверен о том, что и в Якутии, в общем-то, эта книга, я не думаю, что она не оставит своего следа в формировании, в общем-то, так сказать, нового какого-то исторического отношения к своим предкам. Дело-то в том, что я начинал со своей родины, с Камчатки, и занимался историей камчатских родов. Так вот, камчатские фамилии, коренные фамилии, я имею в виду коренных жителей, они появились так же, как у якутов, в результате православия, в результате того, что при крещении получали фамилии. А кто такие были камчатские казаки? Это были якутские казаки, которые пришли из Якутии. И, конечно же, образовалась, в общем-то, эта связь. У меня на Камчатке написано несколько книг, которые, в общем-то, опубликованы на нашем сайте kamchadala.ru, можно с ними познакомиться. Ну, а здесь огромную помощь мне вот в этой работе оказал мой друг, он потомок тобольского атамана, Сергей Дурынин, который, в общем-то, очень много сделал исследований именно по тобольскому клану, по тобольскому роду. Вот этот материал, он был очень полезен для, вот как раз для исследовательской работы, потому что он позволил увидеть вот эту картинку, кто пришел в 17 веке. А так, в целом, это работа личная, индивидуальная, это архивы, это книги, это материал, который собирался в течение многих десятилетий, и который, в общем-то, уже вылился в такой спокойной форме в эту книгу. Да, толстая книга получилась, но и материал там, извините, солидный. И у меня в гостях сегодня в студии Сардана Ильинична Бояркова, директор Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Сибирского отделения Академии наук. Ну, вы знаете, наука – это же не только вот там действительно сухие цифры, какие-то фундаментальные исследования, анализ глубокий. В том числе, я думаю, одна из важнейших задач, особенно исторической науки, это популяризация. С тем, чтобы население, самые такие широкие слои общества, знали историческую правду и вот, действительно имели какие-то такие справочные пособия, какие-то популярные издания, которые, конечно, опираются на четкую такую научную основу и опираются на документы, самое главное, чтобы не было фальсификации и спекуляций, которых вот особенно в последнее время распространились. И, в принципе, наверное, не случайно, а вот буквально в начале мая вышел указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о расширении вот этой работы, ну, в целом, об основах исторического просвещения. С этой точки зрения мы просто, наверное, считаем своим долгом поддержку подобного рода изданий. Я сразу скажу, что мы не вмешивались в авторский процесс. Эта книга полностью написана Сергеем Ивановичем, и эта книга имеет, на мой взгляд, большое значение именно в преддверии празднования будущего празднования 400-летия вхождения Ленского края, Якутии в состав российского государства. Но сейчас мы понимаем это шире, потому что именно тогда
во второй четверти XVII века начался еще более важный исторический такой процесс. Началось освоение и присоединение огромной территории всего Дальнего Востока к российскому государству. Дело-то в том, что такое Якутия в 17 веке? Это огромнейшее территориальное пространство на юге до Амура, вспомните походы Пояркова, Хабарова, на севере до Чукотки, Дежнев, Камчатка, Атласов. А кто? Кто были эти люди? Кто такой Дежнев? Кто такой Хабаров? Кто такой Поярков? Это люди служили, находились на службе у якутского воеводства. Соответственно, сначала шли так называемые годовальщики в командировки, приходили, уходили. Постепенно народ оседал, появлялись первые поселенцы. Дорог не было, был Якутск. И была Якутия. А дальше еще не было Дальнего Востока, правильно же? Правильно говорю, да? Тут не было понятия Дальнего Востока. Да. Да. Границы определялись как раз якутскими казаками. Они продвигали эти границы со своими походами. Кто думал, искали какую-то регу Потычу, Пагычу, которая стала Анадырем. Там оказался вот Дежнев. На Камчатке бывали раньше Атласова, но оно не закреплялось, это понятие, пока Атласов не пришел и не сказал, что это земля русского владения. Также и по другим территориям. Пока ножками не протопали наши казаки, эта территория российская не стала. Ну и, соответственно, вот породнившись местным населением, развивая православие, вот эти фамилии начали продвигаться уже и среди коренного населения. То есть, наверное, 1632 год действительно можно вполне обоснованно считать началом вот присоединения всего Дальнего Востока. Тогда же были не просто открыты земли, которые лежали там на Амуре, да, на Камчатке. Тогда были построены именно там остроги, поселения и постоянно русское население там было заселено. То есть это как бы показывало, что действительно это уже территория России. И, наверное, сейчас это очень важно, с учетом изменения такой геополитической позиции, что здесь, вот на этих дальневосточных рубежах, Россия, в принципе, обосновалась еще в XVII веке. Другое дело, что вот с юга потом пришлось уйти в соответствии с Нерчинским договором до середины XIX века. Но на самом деле все-таки, наверное, отчет истории присоединения или освоения только надо вести середины XVII века. Главное, что тогда и формировалось, наверное, наше общество, вот наш многонациональный российский народ, благодаря которому и, в принципе, и наша страна, Россия, и появилась. Не русское государство, не Русь, московское государство, а именно Россия, российское государство. Вот ядром якутских фамилий, вот первых якутских фамилий, была группа казаков, которая прибыла вместе с первым якутским воеводом Петром Петровичем Головиным. Это было 225 человек из Тобольска, 50 человек из Березова и 100 человек из Енисейска. Вот они, в принципе, и стали первыми якутскими казаками. Тобольские казаки недолго продержались. Часть осталась, вот, допустим, Скребыкины или Скрыбыкины, как у вас, да, есть такой вариант. Они остались, и, в принципе, фамилия продолжается по сегодняшний день. Вот фамилия, допустим, Дурыниных, у вас она была, но ушла на Камчатку. Там она закрепилась, а после Петропавловской обороны 1854 года перешла уже в Преамурье. Вот такое движение, круговорот фамилий в природе существовал и существует по сегодняшний день. И вот наша задача, вот следующая работа, которую мы готовим, это второй том «Тайн якутских фамилий». Но здесь уже мы рамки расширяем на весь Дальний Восток. То есть видим тенденцию того, как приходили и как уходили земляки, якутские казаки, в другие далее становились или гижигинскими, анадырскими, охотскими казаками. Кто-то возвращался, а кто-то уже на постоянной основе оставался и остается по сегодняшний день. Вот, например, камчатские казаки, очень многие фамилии у нас по сегодняшний день находятся на Камчатке. Хотя фамилии, я повторяю, они и здесь, и там.
посмотрев работы Сергея Ивановича, я по-хорошему поразилась, да, насколько скрупулезно он работает. Во-первых, многолетние работы в архивах, в архивах, где сосредоточены вот эти документы 16, 17, 18 веков. Это Москва и Санкт-Петербург в основном. Что-то он почерпнул также по опубликованным источникам, были опубликованы сборники документов, по литературе. Вот все это он очень тщательно, скрупулезно изучил. И То есть эта книга, она... научная. Вот с научной точки зрения, понятно, что она, конечно, написана не ученым, а краеведом, но все необходимые такие научные выкладки соблюдены. То есть ссылается на документ, указание архив, фонд, опись дела, лист. И вот Литература, все это есть. То есть он, вся эта, вот, как мы говорим, научно-справочный аппарат здесь соблюден. Эта книга, конечно, она не научная, она написана для широкого читателя. И опять-таки, почему она очень важна для нашей республики? Ну, не секрет, что Якутия, наверное, является одним из лидеров, хотя, в принципе, это в целом по России такое общее явление последних лет. Очень многие сейчас занимаются генеалогиями своими, родословными. Организуется целое общество, у нашей республики тоже много. И вот подобная книга, она очень была бы востребована в Якутии. Именно прежде всего для тех, кто интересуется историей своего рода, взяв книгу Сергея Ивановича, ссылки найдя на литературу, оттуда уже можно отталкиваться и дальше работать. Эта книга еще ценна тем, что здесь содержатся именно отсылки к материалам, которые не хранятся в Якутии. Я еще раз повторюсь, это самые такие наши, ну, скажем так, древние архивы, да, где документы 16, 17, 18 веков, они хранятся в Москве, Санкт-Петербурге. В нашем национальном архиве в основном документы с 18 века. Кроме того, он взял уже просто, видимо, из книги памяти участники Великой Отечественной войны. Это у него как такое дополнительное приложение, видимо. А так, в основном, конечно же, очень подробно здесь даются ссылки. Вот начальные, когда вот кто первопредок, скажем так, наших наиболее известных фамилий Якутии. Эту книгу можно посмотреть и приобрести в историческом парке «Россия. Моя история» в городе Якутске. Ну а я прощаюсь с вами. До скорых встреч.